Неподдельные эмоции, искренняя радость гостей, приехавших в нашу республику. Ведь Абхазия – это страна души, где теплое солнце, комфортный климат и гостеприимный прием оставляют только хорошие впечатления. Я купаюсь и гуляю, потому что мне так нравится. Что еще тебе здесь нравится в Абхазии? Нравится, что тут вкусная еда. Понравилось море. Когда я ныряю, там много рыб, красивых камней, ракушек. В одном из пансионатов Абхазии разместилась делегация из Курской области, в состав которой входит 50 человек. Здесь многодетные семьи и семьи с усыновленными детьми. Еще 50 человек из Белгорода разместили в Пицунде. Сегодня в Курске и Белгороде непростая ситуация. Их семьи потеряли самых родных людей, и поддержать их то малое, что может сделать маленькая Абхазия для большого братского народа. В первую очередь мы общаемся с регионами. Мы писали приглашение, письмо на имя губернатора, и уже куряне и белгородцы, объединившись, собрали эту группу, которую прислали к нам в Абхазию. Самое главное хочу отметить во всем этом мероприятии, это показать поддержку абхазского народа, даже не абхазского государства, а именно народа, поддержку Российской Федерации детям из России. Астамурлогу напомнила о поддержке России нашей страны в непростой для нее период, а именно во время Отечественной войны народа Абхазии. В таком же возрасте примерно, когда у нас была Отечественная война в 1992 и 1993 году, точно так же радушно нас принимали регионы Российской Федерации, народ России поддерживал и помогал. Я привел пример, что мне было 6 лет, когда я оказался в Карачаево-Черкесии, и первый класс я ходил именно в городе Черкесск, а потом вернулся в Абхазию. Мы это никогда не забудем, для нас это очень близко, и по этой причине в любом случае всегда, чем мы можем поддержать наших друзей, союзников, братский нам народ российский, мы всегда будем поддерживать. Семьи ждет насыщенная экскурсионная программа. Они смогут побывать в Рицинском национальном парке, Новоафонской пещере, Сухумском ботаническом саду и не только. Все для того, чтобы отвлечься от суровой действительности и хоть на время забыть горести, которые им пришлось пережить. Надеюсь, что программа будет насыщенная и она им понравится. Пока, как минимум, никаких нареканий нет. И мы каждый день говорим, что любое ваше пожелание вы можете обратиться к каждому из нас, мы все исправим или добавим в программу что-то новое. В пансионате, где проживают гости из Курска, созданы все условия для хорошего отдыха. Здесь также организовано трехразовое питание. Давайте заглянем в одну из комнат и посмотрим, как живут наши гости. Как вы видите, здесь есть все необходимое для наших гостей. Уютное помещение, уютные кровати. Все для того, чтобы наши гости знали, что о них здесь заботятся. Абхазия и Россия – две дружественные страны, готовые оказать поддержку друг другу в непростое время. Организация данных приемов – очередное тому подтверждение. На сегодняшний день мы реализовываем вот эту программу. Мы, конечно, готовы и дальше сотрудничать, развивать это направление. Еще раз повторюсь, это наш ответ на всю ту поддержку, которую нам оказывала Российская Федерация. И мы считаем, что мы должны это делать. И очень надеюсь, что еще больше детишек посетят Абхазию. Просто это вот первый проект, который сейчас реализуется. Война. Тяжелое испытание для любого человека. И народ Абхазии, переживший трагические события 1992 года, хорошо понимает боль и чувства этих людей. Именно поэтому важно сделать их отдых незабываемым. Вместе можно пережить любую беду. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.